Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел совещание по вопросам аграрного сектора. В Туркменистане 13 ноября стартует международный кинофорум «Горкут-Ата». В Туркменистане стартовал международный турнир по теннису «Ашхабад Open 2024» и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием заместителя председателя Кабинета министров Атахалыева и Хакимов Вилаятов, на котором обсудили текущие работы в аграрном секторе и реализацию национальной сельской программы. На совещании было отмечено, что в Вилаятах продолжается сбор урожая хлопка и его транспортировка в приемные пункты без потерь. Также ведутся работы по уходу за посевами пшеницы, включая орошение почвы и борьбу с сорняками. 13 ноября в Туркменистане стартует международный кинофестиваль «Горкут-Ата». Церемония открытия фестиваля состоится во второй половине дня в Ашхабадском дворце Мукамов. В утреннее время для гостей и участников кинофорума будет организована экскурсия по историческим местам Анау, а также ознакомительная поездка по достопримечательностям туркменской столицы. Фестиваль продлится до 15 ноября. В течение 2 дней в кинотеатре Ашхабад и киноконцертных центрах Туркменистан и Ватан будут идти показы конкурсных фильмов фестиваля. В Министерстве образования Туркменистана прошла встреча с британской делегацией. Целью визита является знакомство с учебными заведениями Туркменистана, проведение встреч с их руководством и преподавателями английского языка, а также изучение текущих потребностей в преподавании английского языка. На встрече стороны обсудили возможность создания условий для сдачи тестов IELTS в Туркменистане. Также собеседники рассмотрели вопрос о развитии партнерских связей между университетами 2 стран, в том числе в рамках программ с получением двойного диплома. 11 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Миредова с постоянным координатором ООН в Туркменистане Дмитрием Шлопаченко. В ходе встречи стороны обсудили актуальные направления сотрудничества Туркменистана с ООН и ее специализированными агентствами. Особое внимание было уделено климатической тематике. Стороны также обсудили подготовку к совместным мероприятиям до конца этого года, а также планы на 2025 год, объявленный Генассамблеей ООН Международным годом мира и доверия по инициативе Туркменистана. Более 600 делегатов из 40 стран соберутся в Ашхабаде 26-27 ноября для участия в 3-й международной конференции и выставке «Международные транспортные и транзитные коридоры. Взаимосвязь и развитие 2024». В число участников войдут представители международных и национальных компаний, глобальных организаций и государственных ведомств. В столице Азербайджана во вторник состоялась торжественная церемония открытия саммита лидеров 29-й сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата. Прибывших на Бакинский стадион гостей встречали президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. 2-недельная конференция, стартовавшая 11 ноября, продлится до 22 ноября и станет самым масштабным климатическим мероприятием в истории Азербайджана. Ключевым пунктом повестки станет обсуждение новой коллективной цели по климатическому финансированию. Новый образовательный проект в Дубае готовится трансформировать традиционное представление о школьном обучении путем интеграции видеоигр в учебный процесс. Проект направлен на изменение общественного восприятия видеоигр. По словам создателей, игровая индустрия, превосходящая по масштабам музыкальную и киноиндустрию вместе взятые, открывают широкие перспективы для профессионального развития молодежи. Прогнозируется, что в ОАЭ четверть населения станет активными геймерами, а в Саудовской Аравии этот показатель достигнет 60%. В столице Туркменистана стартовал международный теннисный турнир «Ашхабад Open 2024» среди юношей и девушек до 14 лет. Открытие соревнований прошло на территории Олимпийского городка. В турнире принимают участие юные таланты из 12 стран мира. Помимо спортивной составляющей, для участников подготовлена насыщенная культурная программа. Финальные матчи и церемония награждения победителей запланированы на 16 ноября. Представители первого в Туркменистане любительского бегового клуба «Run Rush» успешно выступили на 6-м международном благотворительном забеге «Самарканд-марафон 2024». В масштабном спортивном мероприятии приняли участие более 5000 человек из 43 стран. Марафон проходил в историческом центре Самарканда. Туркменский клуб представляли Сельби Ходжаева, Гуванч Кубаев и Тимур Кульмурадов. Участники отметили высокий уровень организации мероприятия и уникальную атмосферу спортивного праздника. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.